Всем привет, ребята! Сентябрь в этом году выдался довольно очень теплый и безосадочный. За последние 2 месяца дождей было очень мало. Вода в реке очень сильно упала. Я такой уровень не помню за свою рыболовную карьеру. Перекаты вскрылись, на моторе ходить очень тяжело. Ну, естественно, вода долго не остывает. Рыбалки по налиму пока не вижу смысла. Жду похолодания, жду дождей, чтобы уровень в реке поднялся, вода остыла, и с тем расчетом начну поиски налима. А сегодня, друзья, решил проверить лещевую точку недалеко от деревни. Летом часто баловался по фидеру на этом месте. А сегодня решил попробовать половить леща в сентябре, но на новые снасти, которые в этом году прикупил. Попробовать разловить все-таки никак не получалось у меня разловить. Вот сегодня решил попробовать. Спустился недалеко от деревни, взял даже дрова с собой, печку, палаточку. Ну, посижу, покайфую. Все-таки палатка, печка — это своеобразная романтика. Посидим ночку, посмотрим, что у нас получится. Так что, друзья, давайте со мной порыбачим, покайфуем. Ночь — это все-таки своя тема. Всем приятного просмотра. Погнали. Ну все, поднял вещи. Сегодня у меня пошехонка 25-ка, ребята. У меня две печки пошехонки, одна 30-ка, одна 25-ка. Это, кстати, подарок. Алтайка, первая двухслойная. Блин, с этой палаткой, ребята, прожито все просто. Минус 27, минус 33. Я не знаю, тут вообще и вдвоем, и троем там ночевали. Короче, вот такая палатка, она у меня реально подруга боевая. Она у меня уже и каркас сломала, ее ветром таскала. Кто-то, может, помнит, не затянул, не укрепил ее. Желез и поехал проверять, приезжаю, а у меня вот так. Ничего, сделал, все хорошо. Теплые вещи, продукты немножко. Столик, ну там коврик, спальник. Ляжем, будем валяться. Ну, дровишки, ребята. Да, там не пишите, ничего не надо. Там в лесу живешь, дрова возишь. Во-первых, недалеко от дома, ребята. 6-7 полешек. А тут, говорю, вот далеко надо заходить. Понятно, можно заморочиться. По налиму я всегда с пилой, с топором. Ночь теплая, они, в принципе, мне и печка не нужна. Ну так, потому что ни горелок, ничего не брал. Хотя у меня есть маленькая с собой, опять же, про запас. Печку шваркнем и ужин что-нибудь приготовим там. Ну и все равно конденсат будет, туман. Потому что, блин, теплый сентябрь, ребята. Максимально теплый. Позавчера было 24 градуса еще. Какой налим? Конечно, какой налим? Тут можно леща еще ловить. Можно было по фидеру, ребят, но я говорю, ветрено. Вот эти колышмания, сидеть нафиг оно надо. Мы монотонно завалимся, будем балдеть. Здесь деревня, ребят, недалеко. Есть связь, есть интернет. Короче, кайфуй вообще. Просто ляжем, будем кино смотреть какое-нибудь. Так, ладно, сейчас сразу определяюсь с рогатками. Я взял заводские с собой. И сделаем прикормку. И можно, в принципе, уже начинать швырять. Потому что осень. Елец, плотва, густера. Окунь сейчас, кстати, вот. Короче, должен брать. Ну, не знаю, буду на червя. Возможно, даже и налим здесь попадется. Нефиг делать, потому что вот здесь 5 метров вроде ямка. Какой-нибудь мелкий налим-то по-любому здесь живет. Огонь.
В общем, ребят, не так уж прям и мощно я тут раскидываюсь. Самая основная точка здесь. Здесь мелко. Где-то тут приямок, вход в яму и сама яма получается. Но здесь, видите, вот такие косы. И получается как типа окно. И сокращает дистанцию заброса. Здесь две поближе. Сотки поставил, чтобы на друг друга не стаскивало. И здесь уже вот получается 80. И там 80. В общем, вот эта зона. Мне клипсы никакой не надо будет. Тут уже, даже как я выставился, уже разная дистанция. Даже если буду забрасывать. Опять же, разные удилища, разные катушки. Забросы будут разные. Клипсоваться не буду, просто так, на дурака. Нам прям не нужно делать закорм. Но закорм будет, потому что кормушки все же. Ладно, начнем. Сейчас размешаюсь. И уже можно швырять. Итак, сказал бедняк. Здесь, естественно, черви, ребята. Остались еще немножко дендробена у меня и простые белые черви. Огороды убирали. Алена Сергеевна собирает мне. В общем, давайте замесимся. А я так взял 3 пачушки. Пшена, естественно, немножко отварили. Пшена дома мало было. Остатки, короче, что было. Думаю, ладно. Сколько есть, столько есть. Пшено уважаю, потому что это как база идет. Меньше используешь заводской прикормки. И она вот хорошо склеивает. Очень мне нравится состав. Я, в принципе, на нем сижу. Так, пачуха аниса у нас килограмм. Сюда. Не думал, конечно, что я уже еще буду замешиваться в этом сезоне. Так, тут у нас универсалочка. Прикормка, кстати, от Италикс. Ничего такая. Очень понравился черная в этом сезоне, когда рыбачил. И еще низ. В общем, у нас 3,5 килограмма. Я думаю, 5 кормушек. Я думаю, мы убьем это все дело. Сейчас сделаю такую, ребят, знаете, не рассыпчатую, а более такую глинистую, чтобы ее в кормушке держала более-менее, так хотя бы побольше, подольше. По фидеру, понятное дело, что надо наоборот, чтобы прикормка вымывалась, кормила точку, а здесь как бы так для запаха. Вода уже остыла, а парыш, кукуруза сейчас уже такое дело не работает. В принципе, тот же анис уже, наверное, скорее всего, он не должен работать. Прикормка есть, так что будем пробовать. Так, бубенчики. Думаю, что-то забыл. Бубенчики не взял. Раз. 2, 3. 4. 5. Так, братцы, ну что, приступим, как говорится. В общем, что из себя представляет, ребят, треская кормушка. Вот, в общем, вот такие дела. Здесь такой карабинчик, лепесток с бусиной, на то, чтобы кормушка сразу поднималась хорошо. И вот такая скользячая, вот это 80 грамм на двойной леске 0,4, наверное. Получается стопор, как застежка вот эта. И 2 поводочка, ребят, по сантиметра 4, наверное, на плетенке. Крючки вот такие. Кобра, скорее всего. В общем, на Волге хорошо рыбачат. Я брал весной, пробовал, что-то мне не зашло. Летом потом что-то я так и не доводилось мне рыбачить. А сейчас думаю, дай-ка попробую.
Вот такую прикормку, ребят, сделал. Видите, как каша такая, она глинистая. Вот. И, соответственно, у нас будет червь. Ребята хорошо на пенопласт рыбачат. А я буду пробовать на червя. По одному червю будем насаживать. Такие короткие поводочки. Не знаю, не могу я привыкнуть к такой снасти. Вот, короче, как-то так. По одному червю целого буду насаживать, ребята. Ну и в заброс. Для таких дел обязательно полотенышко. В общем, так монотонно, ребята. Английская донка. Тире тверская. Раз. Вот как-то так, смотрите, что получается. Все, примерно. Даже не знаю. Вот как-то так. Дистанция, еще раз говорю, разная будет. Будем поглядеть, как говорится. Конечно, заброс нужен хороший. Надо было, конечно, с той стороны встать. Кидать поменьше. Ну, соответственно, там и течение хорошая, тяга идет. Посмотрим, ребят, что. Сейчас сноровимся. Видите, еще сам кормушка 80 грамм, плюс корма там грамм 30-40 ты кидаешь. Все 120 получается. Так, второй, братцы. Раз. Вот этот уже куда не шел заброс. Вот здесь 100-граммовая кормушка, ребят, видите, чуть-чуть по-другому выглядит, вот так. Ну, все то же самое, только вот дизайн, так скажем, кормушки. Гарику Рыболову большой привет от меня. Да, здесь крокодил 1,80 м. Заброс не такой прям матерый получается, конечно. Ну вот, как-то так, ребята. Такая экспериментальная рыбалка у меня. А что так захотелось, не знаю. Конечно, можно было и по фидеру посеять, но с таким ветром, ребят, это было бы невозможно. Ветер и ночью идет, и не прекращается. Он, как все болтается, он видно. Ну так, что, попробуем, побалуемся. Пойдем сейчас лагерь поставим, палаточку. В палатке, ребят, с печкой это уже кайф, понимаете? Своя система, сидишь, балдеешь. Ну, позвенит и позвенит, ладно. Нет, тогда ладно. Нет, таки нет. Да нет и сюда нет, что.
Все, ребята, 15 минут и лагерь готов. Небольшая палаточка. Вот как-то так, ребят. В общем, сбоку здесь пенку кинул. Подушечка, спальник. Все вещи так раскидал по краям. Сразу свет приготовил, парубанка. Это, ну, такой на озоне. 2 фонарика. Это тактический дальний сейчас. Смотреть, кухонка, столик. Продукты занес. В общем, если даже дождь, у меня все сухое. Печку поставил. Дровички, то, что от гру взял. В принципе, это, мне вполне этого достаточно будет. Так как палатка небольшая. Кочегаря здесь особо не нужно, друзья. Окна я позакрывался. Дверь будет у меня открыта. Когда готовить буду, на ночь прикрою. И в принципе нормально. Сейчас еще вот этот нижний. Это вот летом все открываю. Все хорошо на москитке. Чтобы проветривало хату. Сквозняк был. Потому что жарко. Двухслойно все-таки нагревается. Летом жарковато. Сейчас уже все осенью. Все закроем. Чтобы нас нигде не поддувало. Ну как-то так. Вот так выцвела, ребят, за столько времени палатка. Вот примерно вот такого цвета, ребят, была палатка. Сейчас она такая рябиновая. Ну ничего. Палатка такая. Прям под осень она прям и стала. Вот смотрите, ребят, какого цвета было, видите? И как вот она выцвела на солнце. Ну, качество материала не изменилось, на мой взгляд. Не подтекает, ничего. Также сюда ставится раскладушка в одного. Вообще за глаза. А так вдвоем здесь можно отдыхать. Мусор подвесил, пакет. Ну, сейчас пока что-то ставил, что-то кто-то звоночек где-то там был. Пойдем сейчас перекинем, посмотрим. Вот так качаются закидушки, соответственно, какой фидер. Ветер прям серьезный. Здесь вроде как за бугра более-менее, а на реке прям нормально качает. Так, ну тут поедено. Тут какая-то мелочушка погуляла. Тут на дне такая гадость. Ну, в принципе, вот какой результат хотел, ребят, прикормкой добиться, такой и добился. Что вот этот. Так и должно быть. Чтобы не вымывало. Но тут поела. Кто-то поел. Мелочь какая-то поела. Ну, посмотрим, что. Наше дело маленькое. Вот хорошо. По прикормке добился то, что нужно. Червей не жалко. Забросики повыше пошли. То, что надо. Раз. Отлично. Вот сейчас забросы мне нравятся. Сейчас забросики мне нравятся. И раз. О, ща. Андрей Викторович, да ты карповик. Вот первый раз была такая боязнь забросить, как будто поломаешь. Сам ты понимаешь, что тесты у меня нормальные. До середину забубенил. Так, класс. Ну что, перезабросил. Дальняя дистанция, червей вообще нету. По прикормке все классно. То, что я хотел добиться. Вот главное, что ветер боковой как раз. И шнур вот так. Леску шнур вот так делаю, петлю. Шнур провиси. Это плохо. Мелочушка какая-то пожмякала. Ну, это нормально. Все-таки рыбалку будем ждать ночью. Часиков с 9-10. Должен все равно ветерок успокоиться обычно.
как правило. Ну хотя, хрен знает, все-таки осень. Ну все, что. Вот таким макаром, ребята, и будем. Потихоньку, помаленьку. Понятное дело, зазвенело, подбежали. А так периодически вот так. Каждые полчаса, минут 40. Ну, как на простые донки получается. Посмотрим. Если завалим леща, будет победа. Так, братцы, ну что, 5 часов, и ветер, как ни странно, успокоился. Я думал, забывать будет, потому что до этого сейчас дни были, ну просто такой ветруган был. Ветер успокоился и слышно трин-трин, 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 короче, поддергивает. Сорожку поймал небольшую. Я думал, елец, не смотрю, сорога. Ну, понятное дело, на такие снасти, ребята, ну, там еще и крючки-то не маленькие. На фидер бы, конечно, эффективно бы было половить-то ее. Ну, подождем, ночь, что. Парни ездили вот сейчас по Налиму тоже, говорит, стояли. Налима, говорит, нифига, один вот такой сопляк, говорит, попался. И ночью, говорит, вот лещ вышел. Половили на донке, на мелях. 1,5 метра глубины. Такой тек даже. И вот стайка, видать, прошла и вот поклевал. Я вот почему и думаю, блин, однако попробую тоже вот с прикормочкой. Так. В общем, такие дела. Не знаю, поглядим, увидим. О, поклевка, ребята. Погнали. Такое, наверное, тоже в районе плотвы, ельца. Ну, надо как-то подсечь или что. Поводочки, блин, 3 сантиметра. Ё-моё, на фидер метр ставишь. Попробуем. Ага, мимо. Не подсек, блин.
Подсекать надо. Нужно подсекать. Вот это поклевка, ребята. Вот это уже хорошая поклевка. Смотри, что делает. Ага. Вот это уже что-то так прям подрыгало. Да ну нахрен, блин, а. Блин, херачило-то как вообще, как не в себя, блин. Вот тут уже что-то такое, уже что-то на рыбейку похоже было, ребятки. Ну, вот, блин, ребят, хорошо загибало. Не знаю, видно было, не видно. Прям так. Бам-бам, вот я там сижу в балдею. Крокодил загибать так это прям достойно. Что-то не знаю. Ну и не заглот, ничего. В общем, он тоже какая-то мелочь дергает. Перезабросить, мне кажется, надо все. Темнеет уже. Фонари надо врубать. Освещуху давать. И на эту первую там, кстати, поклевок вообще не было. И черви были, ну, доставал, они нормальные. Кто-то там на меляке бахнул. Хрен знает, там, может, я из голавли, любой. Окунь, мне кажется, бы заглотил. Ну, что-то как-то так, что-то будем искать, рисовать. Что-то будем выдумывать. Не нравятся мне эти кормухи, конечно. Не в обиду ребятам, кто рыбачит. Не мое это, вообще не мое. Ну вот и потемнело, ребятки. Все. Поставил освещение. Сейчас гусерка попалась, еще одна. Ну, просто проверяю, смотрю, висит. Соответственно, значит что-то в районе леща что-то такого клювало, да. Потому что крокодил, блин, так загибать, ну, блин, до хрена дел. Ладно, все, я свет поставил. Фонарик сейчас одену. У меня тактический. Так, если что, можно смотреть, какой именно. Ну и получается. Так. Кушать пока неохота. У меня термос с собой. Какие-то приколюшки домашние там. 5-10. Как-то так. Визор хочу вот так, ребята, сейчас сделать. Здесь есть такая, как сказать, получается, клипса такая. И вот ее можно вот так сюда, за карман. Раз. Так, на максимум. Раз. Поставил. И чтоб, если что, так будет удобнее мне. Фонарик от Феникса, кстати. Прикольно, кстати, вещь вот эта. Хопа. И нормально, и не мешает. Так, ладно. Пойду. Дверь сейчас закину, и опять что-то тут мелочь какая-то звенит. Ну, значит, и вся вероятность есть, ребята, что-нибудь зацепить. Печку затоплю поздно ночью.
Посмотрим. Вышел с палатки, ребята. Темнища страшная. У меня вот такое освещение сейчас. Фонарик на груди получается и на лбу. Вот палаточка. Тепло. Ни хрена не по-осеннему, блин. Что-то тут, что-то теребонькает, там теребонькает. Прокидываться надо. Надо прокидываться. Сколько малька, ребят, смотрите, мелкого. Пескарики, смотрю, лежат на дне. Вот так прикормку кидаешь, да. Рыбка-то прям подходит. К осени сейчас вообще она близко к берегу должна быть. Весь малек к берегу, и вот крупная рыба за ним и прет. Вот такие пироги с капустой. Ну, мелочи очень много. Вот она хрямкает. Какой налим, ребята? Какие донки. Тем более на пучках, когда ты ставишь там по 3-4 червя на 2 поводках. Это просто бессмысленно еще. Тепло. Да, в этом году все по-другому, конечно. Вообще не понять даже, как лучше. Ветерок есть, да. Тут выходишь на реку, ветерочек. Там-то спокойно у меня в кустах. Проверяю, что-то тут поддергивает. Хрен поймешь, блин. Что-то поддергивает, как будто. Из-за ветра этот шнур провиси, да. Что-то как будто поддергивает. Ну точно не от ветра дергало. Да-да-да, вон, ребята, есть что-то. Да ну, блин. Сход, ребята. Это тупо сход. Я прям почувствовал. Не, ну это, ребят, не мои снасти 100%, блин. Нахрен надо. Вообще она мне не заходит. Чувствую что-то такое. Подвесчик, не подвесчик. Блин. Только зашел, блин. Где-то бомбит. Где звенит? Показывай. Пойду. Тут отзвенел, ребята. Хорошо звенел. А, та, ребята. Та звенел. Та. Он звенит, ребята. Первый, ребята. Кто отвалился? Первый подлец, ребята. Но я же говорю, как будто бы должно что-то получаться. Говорю, можно ловить леща. Тут налима жду. Ё-моё, вы погода, блин, а. Жесть. Ну, прошелся сейчас полностью. 8 вечера у нас. Ну, в принципе,
пьянка только начинается. Кормушки вымывает. Чуть опять мелочь какая-то. Чуть побольше стоят и вот вымывается ровно. Нормально. Ну, подлещик попался. Небольшой. Ну а так, блин, ребята, вообще геморройно, я не знаю, там. Пацаны рыбачат там, может там на сало, там на пуф вот этот, на пенопласт. Он поклевывает сразу, она может там глотает. А здесь вот приходится нянчиться. Ну, с донками намного быстрее. Это сейчас бы прошелся, вот 5 штук, ну, раскидал бы их вообще 3 секунды. Тут надо поводочки, там все вот это надо там. Понятно, прикормку забить на. Угу. В общем, не знаю. Что-то мне не нравится, ребят. И вот сейчас достал, он упал. Там сход был, там не засек, там что-то, ну, так, в общем. Не по мне, короче, такая снасть. Мне не нравится. Ну, что, подгоним. Хорошо. Когда хорошо. О, пускай ноги отдыхают. О, печурка пошла. Не, ну с кайфом, ребята. Гонять, конечно, это уже по-своему приятно. Даже если там не клюет, там, или дождь, там, ты спокойно можешь отдыхать, там, не знаю, читать, там. Я вот очень люблю читать, когда вот так что-то залипнуть там на свою движуху. А сегодня у меня еще и связь, ребята, есть, интернет. Ну, плохо то, что сейчас что-нибудь включишь и, ну, колокольчик надо слышать. Здесь еще трассы недалеко проходят, может слышно даже. И вот такое тоже, ну, немножко не нравится мне. Не такая тишина, которую я люблю. Вот. Просто вспоминаю вот эти все свои походы. Там на корточках там сидишь, там возле костерка, там маешься. А тоже бывает, что там, не железно же там. Сидишь там, вырубает там, или там как-то скукожился там, помню. И, ну, уснешь, там, не знаю, на минут 15 там проснешься. Потом голова прям болит, потом я помню, когда, знаешь, вот это вырубает. Такое себе тоже. Да, когда поклевывает, бегаешь. Донками, когда занимаешься, тоже много времени, кстати, ночь быстро проходит. Потому что ну, десятка донок у тебя стоит метров 100, допустим, расстояние по пляжу. Ну, там, через каждые 10 метров донка. Вот.
пока все обработаешь, там, когда еще трава там идет, вода большая там прибывает, что весной, что осенью, там, допустим. Донку чистишь там минут 40 занимает пройтись. Грубо говоря, прошелся, в палатку зашел, час прошел, час просидел, пошел, еще час прошел. Ну и вот так ночью она пролетает махом. И колокольчик не слышно просто, если сейчас даже включу что-нибудь. Ну, непонятно будет. И вот сижу, как бы так лежу, слушаю. Нормально, что, нормально, ребята. Ночку попробуем постоять. Сейчас отдохну немножко, голова что-то, говорю, болит. Прям виски давит. Вот тут, ребята, рыбка. Вот тут она сидит. Что-то есть, походу. Если не сойдет сейчас опять. Ага. Второй, ребята. Вообще плохо сидит. Такой же засранец, ребята. Подличик. Он, значит, извинял, а я с того края начал обрабатывать. А потом смотрю, в провисе шнур. Ну, леска в провисе. И поклевки-то не видно. На фидер-то, конечно, ты сидишь, ты все контролируешь. Каждую подсечку. А здесь такая рыбалка. Приходится нянчиться с этими вот крючками, маленькими поводками. Сейчас решил, ребята, по 2, по 3 насадить. Ну, прям по пучку. Пускай будет. А вдруг крупный какой-нибудь. Прям так. По 2, по 3. Как на налима, короче. Потому что если мелочь обсосет, обгладает, то головы все равно на крючках остаются. И этого достаточно, чтобы хапнуть лещу. Ну, короче, как-то вот так. Вот такая, ребята, хрень получается. Ну, как-то так. Ну, поедено, да? И получается с того края
на мелях, на самых. Сколько время? 9:30. Поклевка была в 9. Ну, даже если вот так за проход, ребята, будет подлец такой небольшой, грамм 300-400. Даже так пойдет. Даже так пойдет. Ну, короче, дзынканул, и вот у меня шнур вообще висел. Я смотрю, что-то блеска что-то дергается, а колокольчик-то не звенит. Ну, ладно. Отрыбачимся уже, что. Ну, не моя снасть. Печка на шайке, ребята. Дым еле-еле, как от сигареты. В палатке красота. Тепло на улице. Ну, яснит. Может быть, даже что-то и наморозит. Ну, не обещалось, что в районе 7 градусов тепло. Что, пробуем, что? Сорока, ребята. Вон 3 чурбана, они практически даже не прогорели. Они у меня там шают. Приоткрыл, смотрю. Вообще, сейчас разгорится, чуть опять закрою. Короче, такая хрень, ребята. Многие спрашивали, как, Андрюха, будешь на своей реке рыбачить после такой сумасшедшей рыбалки. Ну, понятное дело, да, ребят. Но было же понимание. Просто съездить, оторваться. Мы, если честно, мы рассчитывали на хорошую рыбалку, но, на мой взгляд, получилось гораздо лучше. Ну, я имею в виду про север, про Печору, кто не смотрел, там можете посмотреть 10 серий, как мы жили, как мы рыбачили. Там просто реально устаешь от того, что ты ее ловишь. А здесь, ну, вот как-то так. Ну, короче, я просто для себя приехал убедиться, ребят, ну, какой нахрен налим. Видать, мелочь поставил, потому что изначально, когда начинал только вот закидываться, червей так не обгладывал, а сейчас вот прям обгладывает. Ну, не знаю, тут на дурака, если зацепим килограммового, будет кайф. С этой точки тоже выдернули неплохо по сезону на фидер. Тут ведер 10, рыбы точно подняли, больше, наверное, всяко разные. Вот, ну ничего, главное, у меня сухо, светло, кайфово. Сколько там? О, нормально. Порубан. Я второе, кстати, второе освещение не ставлю. Палатка как бы внутри белая и классно освещает. Сейчас попозже что-нибудь покушать приготовим, ребята. 100 граммчиков бахнем, пообщаемся. Ну, протестировал вот эти все-таки кормушки я. Блин, ну это не мое. Вот так что-то бодало, звенело, не знаю. Вот эта сорожка сейчас попалась. Или не она. Ничего не понятно, короче. Ладно. Ну, конечно, грустно. Грустно, я имею в том плане, то, что происходит с каждым годом. Все хуже и хуже.
лучше, наверное, и не будет. Воды нету, ребята, воды нету. Откуда рыба нахрен? Туда идешь вон, местами вон по щиколотку. Да, Андрюха, будет у тебя водомет. Возьми водомет. А что толку-то? Ну, будет у меня водомет, буду я ходить. А только если ходить, а по рыбалке я прям не знаю, ребят. Очень плохо. С каждым годом все хуже и хуже. Так ладно бы как бы там, ну, я же с местными тут на связи, как бы, и люди понимают, кто меня тут смотрит, что у нас очень стало плохо. Ладно, не будем о плохом. Разведку сделал, я уже понял, пока заморозки ребята не бахнут, даже рыпаться не будут. Так, что-нибудь будем думать. Короче, ребята, 22:41. Предлагаю выпить чаю. Что-то мешает. Сумочка мешает. Сейчас вот так сделаем. Можно снять, она на липучках. Что-то, братцы, на поесть что-то захотелось. Я, как и говорил, ребята, я взял мясо, масло, у меня кухня с собой. Мяско, да, вон здесь у меня филюха, ребята. Потекла, блин. Пакет мусорный переложил. Кстати, с собой всегда вожу, ребят, мусорные пакеты. Очень удобно. Там, знаете, под рыбу что-то, где-то там, не знаю, там сапоги положить, вот эти 50, ну не 50 литров, сколько там, 30 литров. Гречка у меня есть, рис есть. Ну, честно, ребята, неохота. Неохота сейчас кашеварить. Вот, ну, просто бывает, что вот прям не хочу. У меня есть шейка такая. Взял. Ну так. В сумочке она лежит. Съел. Нет, так нет. Чернявый обязательно. И куча, кстати, этих ништяков таких вот ложу я. Все же вот эти вот супы, ребята, вот эти одноразовые, знаете, горячая кружка. Там. Кто-то динкнул. Ну, понятно, что. Огурцы, помидоры, ребята, осенью. Мне кажется, сейчас у каждого рыбака печка разошлась. Сейчас мы вот это, ребят, приколюшки на хлеб с помидорчиком бахнем, и будет нормально. Печурка разошлась. Блин, ну кайфую, конечно, я вот ночевал во многих палатках, и разные печки вот именно были. И у всех как бы вот этот, как юшка, да, вот это, а у всех разная. Здесь мне очень нравится, потому что здесь ее можно регулировать прям по-всякому. Отверстие там, отверстие здесь. То бишь отверстия совпадают, тяга такая. Закрыл полностью, отверстия открыты, тяга такая. Закрыл полностью, повернул, допустим, так, никаких дырочек нету, тяга совсем другая. Сделал 2 дырочки, там, наполовину дырочку. Класс. Сейчас я вот, допустим, раз вот так. Царский аппетит. Короче, сейчас разденусь, ребята. Мне кажется, стопочку бомбанем. Схожу я, перезаброшусь и лягу, короче, ребят, не знаю, покемарю, что ли. Ну, понятно, ничего, усну, наверное, потому что, ну, тепло, комар не жужжит.
Может даже и посплю пару часиков. Потом дело прошу к утру. Попробуем. Посмотрим, усну, не усну. Что загадывать. Так что сейчас раздеваюсь, ребят, поляну нарезаю и приглашаю по 5 капель. А если быть точным, по 25. Рюмочка 30. И наливаю вот так не полную. В общем, 25. По 25. Ну, как-то так, ребята. Чем богаты, тем и рады. Давайте со мной к нашему шалашу, так скажем. Бывает по настроению, конечно, охота что-то там приготовить, покушать, там, особенно когда с друзьями, там, с компанией. Как бы мне самому нравится этим заниматься. Ну, что-то там замутить вкусненькое, удивить там пацанов, там что-то такое. И сегодня, в принципе, тоже я мяско взял, там, гречка, рис. Как бы можно было зажарочку хорошую сделать, там, гарнирчик, там, нормально покушать. Ну, вот бывает, ребят, нет желания. И вот как-то на скоряк даже бывает, ну, что не то, что проще как-то. Ну вот я сейчас съем там 2 бутербродика, и мне достаточно будет, чай попью, рюмочку выпью, и мне как будто бы все. На сегодня неохота кушать. Ладно, ребят, что, накапал, давайте со мной. Первый тост, как обычно, наверное, за семью, за близких, чтобы все были здоровы, чтобы все дома было хорошо. Давайте. Такое. Даже вот эта закуска не подходит, ребята, к такому коньяку. Он более такой шоколадный. И, соответственно, ну, более такая подводку. Тут что-то шоколадочка. Там такое лайтовое. Ладно, я так чисто на сон грядущий. Рюмочку 2. Больше не надо. Трасса что-то гудит по-страшному. Скорее всего, открыли дороги, лес, наверное, вывозят. Бывает закрыто это все. Фуры не ходят. А тут сейчас, походу, лесовозы погнали. Днем и ночью вот они и гоняют у нас именно здесь. Наверное, скорее всего, так и есть. А что там, они посменно. Напарник днем, второй ночью там. Техника не глушится. Пока дорога есть, там надо работать. Скорее всего, так. Второе, ребят, что за друзей, за хороших, за преданных, ну и за новых тоже, потому что новые знакомства, ребят, всегда хорошо. Тоже Володька вот приехал с Красноярска,
многие там по комментариям там писали, там видно, что типа, ну что за бред, типа ехать за 4000 километров там за нулевой рыбалкой. Володя был в курсе, и он канал смотрит, что он знает, что он знал, что здесь как бы, ну, мы можем просто проиграть, да, мы можем там какую-то рыбейку половить, но можем и вообще никак. И я ему говорил, он говорит: Андрюха, я, говорит, не еду не за этим, я еду, говорит, чисто, говорит, с тобой, говорит, познакомиться в первую очередь. Вообще как бы, ну, захотел человек. И кто бы что ни говорил там, как бы ни писал, там человек потратился, там не потратился, но он решил так провести свой отпуск. И в принципе я поддерживаю ребят такие моменты, что вот новые друзья, новые знакомства, это всегда хорошо. Давайте за друзей. Да, прям требуется что-то такое. Кстати, по еде, то, что я там люблю готовить с супругом, мне часто, ну, не подкалывают в комментариях, может даже оскорбляют за мою внешность, за мою там морду лица, то, что я там жирный, там толстый какой-то, не знаю. Я себя чувствую вообще прекрасно. Я сам по себе не маленький. Да, во мне есть лишний вес, вопросов нету. Но то, что я там обжираюсь или там что-то еще, ребят, я питаюсь один раз в день. Вообще, и бывает, когда как попадет. Физиологически, у меня есть знакомый, который жрет как конь. Он реально как конь. Он постоянно что-то хавает, но он такой. А здесь как-то вот так, это все по семейному, по генам. Ну и понятно, не здоровый образ жизни все-таки. Все равно здесь ненормированный, хотел сказать, рабочий день. График сна как минимум. Те же вредные привычки там. Хотя тут по лесу бывает так находишься, набродишься, что не каждый спортзал там отдыхает, но я имею в виду в плане того, то, что там кто-то же ходит, там спортом занимается, правильно. Так что прежде чем писать там и кого-то оскорблять, как бы, ну, подумай как бы вообще о себе в первую очередь, как бы, ну. Ну, я лично как бы простой и показываю, ребят, простые вещи. Я не учу никого, ни в коем случае не говорю, что так надо делать, это правильно. Я просто показываю свою жизнь, как минимум. Соответственно, никого там слушать не собираюсь, как бы подстраиваться там под кого-то. Я делаю, как мне нравится. Жизнь одна, ребята. Она очень короткая. На самом деле очень короткая. Я после армии, наверное, вот это понял. До этого я еще не понимал. Ну, там даже хотелось быть как будто старше, там, знаете, там какой-то малолетка, там что-то еще. Вот, ну, хотелось там вот реально там быть старше. Там туда-сюда. А вот с армии пришел. И у меня вот эти дни, ребята, они полетели просто. Вот реально полетели. А после 30-ки вообще вот, а после 28 я просто их не чувствую. Они у меня вот так, как дни. Ну, во-первых, я начал жить для себя. Работать для себя. Жить, я имею в виду, отдавать много для себя каких-то там целей, там тех же рыбалок, походов, ребята. Понимаете, да? Если ты вот, я работал 10 лет там на том же заводе, грубо говоря, мебель делал под заказ.
И это все, знаете, как день сурка, вот это, у меня дома нету просто неделями. Я приезжаю, мои спят, я уезжаю, они спят. Вроде пашешь как дурак, а денег нету, денег реально нету их. А тут как-то поменял вот все вот это и как-то я не знаю. В общем, надо в жизни, ребят, менять, не бояться. Какие-то поступки, шаги делать там. Тот же Володька взял, вот рисканул, как бы, я понимаю, его тоже, он поехал вообще на другой там край света, грубо говоря, да, там через всю страну проехал. Как его встретит, кто, он все переживал, там, что в Сыктывкаре, там, как-то, Андрюха, там, подсуетись, там, чтобы кто-то там, какой-то там автобус, там, я говорю, да я сам приеду, встречу, что не переживай. Я понимаю, что такое. Он тоже сделал шаг, большой шаг. Его поддержала семья, супруга. Так что третий, ребята, третий будет за, я не знаю, за идею, что ли. За идею тоже, наверное, неправильно. У меня там четвертая. Четвертую за врагов. За движуху, ребята, за вот эту. Не знаю. Был бы немножко выпивший, сейчас бы сказал, сейчас просто башка не грузит. Ну вот за вот эту идею. Вот прям, вот что-то захотелось, прям погнал. Прям пробуй, делай. Уже потом там будешь думать в конце, получилось, не получилось. Надо просто делать. И тогда вот спонтанные вот такие, знаете, моменты, ребята, вот предложили тебе, вот ты думаешь, да ну там куда, там это же как. Ну, прошел год, два, три. Вот такого предложения, может быть, больше и не поступит. Или ты даже, допустим, по физически даже не сможешь этим воспользоваться, там, по здоровью или еще что-то. Так что надо просто делать. И у меня многие зрители на канале, которые уже 50 плюс, 60 плюс, они мне пишут, вот я вот читаю комментарии. Всем, кстати, привет таким уже взрослым зрителям канала. Очень много у меня таких. И вот они говорят, то, что Андрюха, да цени, пока вот это есть. Пока есть, делай. И я вот прям задумывался часто об этом. У меня тоже были различные предложения, но там, я сомневался, там что-то еще. А потом вот сидим там, разговариваем с ребятами. Я говорю, вот меня туда звали. А что ты не поехал? Я говорю, ну что-то вот побоялся там туда-сюда. Да ну, Андрюха, там, ну как так? Ну там, это же раз в жизни может быть такое предложение. Соответственно, ребят, давайте за движуху, чтобы все получалось. И не надо бояться, наверное, скорее всего, надо вот как-то чувствовать свое сердце. Ну, естественно, родных. И если у тебя есть поддержка, вот тебя поддерживают, то надо делать. Что-то не то, наверное, сказал, да? Ну ладно. Ладно, братва. У меня тут еще рюмочка. И я поваляюсь. Сейчас выйду, конечно, перезакину все. Перенасажусь. Ну, в принципе, что, лежу, на дверь открыта, все слышно. Зазвенит, побежим. А так буду отдыхать. Рыбалка должна быть в кайф.
такая рыба, ребята. Такую даже брать не буду. Так, друзья. Ну что. В общем, я ночью еще 2 раза выходил. Тоже плотвичка небольшая попалась и подлещик, правда, на той дальней. Но он звенел хорошо, я уже что-то лег, прикимарил так. Слышу, дзын-дзын-дзын, думаю, ну ладно, что тряханул, да тряханул. Мне слышу, трудун, продолжает, короче. Я что-то быстро сапоги, даже кофту не одевал, выбежал так, без камеры, ничего. Достал, ну такой же, короче, подлещик. Потом 2-й раз ходил, ничего не попалось. И забрасываешь, там идешь дальше и слышишь, что потряхивает уже чуть по чуть. Ну, получается, кормушка еще не вымылась, а уже клюет. Ну, вот эта плотва, ну, и не таким способом рыбачить-то надо. Если было бы желание, то, ну, конечно, фидер, там, поводочек тонкий, небольшой крючочек, там, можно было там на уверенном, как бы, она бы хотя бы висела на крючке, клювала бы и секлась сама. Просто бы доставал там, допустим, и все. Ну да ладно. Скоро расцветать будет. Я 2 часика что-то так покемарил даже хорошо. Дрова у меня, ну как и планировалось, оставил. Ставишь на минимум, и в палатке тепло, палатка маленькая, а печка объем большой. Ну для такой палатки как минимум надо малую печку. Ну 15 литров. А тут как бы так. Это ж перебор даже шикарно для такой палатки. Соответственно и расхода меньше. Чай попьем, поваляемся. Поваляемся, ребята. Блин, отдыхаю в палатке, конечно, я не знаю, просто круто. Я в палатке, мне нравится спать. Вообще. Я дома так не высыпаюсь, как, допустим, вот здесь, на природе. Реально можно просто спать, высыпаться, обалдеть. Я знаю даже людей таких, которые вот едут на природу отоспаться, выспаться, знаете, там. Это реально как бы свежий воздух, кислород. Вообще класс. Единственный момент, то что ну, полы-то не сделал, трава, какие-то букашки здесь, тепло пошло и подумали весна, короче. Поползли там, смотрю наверх, там паучки маленькие, паутинки делать. Вон, все в паутине нафигачили. Ладно, чайку попьем. Там прям канонада целая. На улице расцветает, ребята. Поклевка у меня где-то здесь. Не пойму только на какой. Циклончик что-то прошел. Ясно было. Вот звезды даже видны были. И опять. У нас сегодня в обед дождь будет, кстати, мощный. Затяжной. Печурка у меня там топится. Палатки кайф. Кто-то подзякивал тут, ребята. Но это не интересно, это совсем не серьезно. Канонадя, будь здоров.
Очередное доброе утро, ребята. По мне, наверное, видно, что я немножко еще киморнул. Повалялся, что-то посмотрел фильм до 5. И чувствую, пригрелся опять, короче, и бац. Мелочушка так и поклевывала, я уже, короче, психанул. Думаю, ну что, ходить вот это, перезабрасывать, понту нету. 7 утра, в общем, ребят, проснулся. Попил чая. Ну, будем собираться. Такой выезд сегодня. Да, конечно, на фидер, естественно, половил бы намного лучше, намного больше. Ну и то в пакете там 3 подлеца, там грамм 300-400. 3 плотвы, наверное, там. Пару густерок. Даже на жареху есть. С утра, когда надо было, ребята утрянку постреляли, рассвело и прекратили. Ну понятно, вот по сумеркам. Потихоньку буду собираться, ребят, что, палаточку сейчас быстро туда-сюда. К обеду обещают дождь, причем дождь будет до самой ночи. Надо успеть свалить. Вот как-то так. Ну, как-никак разведка, и разведка показала, что по налиму еще рано. Когда уже есть такие определенные навыки, ребята, лагерь ставится вообще очень быстро, так же и собирается. Есть какая-то последовательность. Бац-бац-бац, палатку в самый последний момент. Сначала все вещи выносишь. Кстати, вот, ну, сами видели, ребят, сколько у меня было дров. Я затопил в 8 вечера. Сейчас 8 час утра. Вот у меня там еще угли есть. Час она уже так на открытом, чтобы остывала потихоньку. Еще вот 2 дровишки. Вполне. Чурка, получается, вполне хватает на ночь, если вот такая средняя температура. Ну, на такую палатку. Красота. Вон еще 2 чурки осталось. Все, ребята, стаскал вещи. Сумочка осталась. Ну и мусор. За мной, ребят, как всегда, максимально чисто. Вот моя лежанка. Ни бычочка, ничего. Постоянно говорю, ребята, сохраняйте. Как приехали, если даже грязно, соберите лучше. Если есть возможность, увезите. Ну, понятно, вот 2 дровишки я оставляю. Может, кто-нибудь костерок запалит, чайку попьет. Все. Едем домой. Ну что, погреемся. Немножко погреемся. Ну как-то так, братва, не знаю. Ну, наверное, назову, что это как будто как разведка была по налиму. Хотя планово прям реально хотелось поставить по лещу. Ну, изначально так все классно получалось. Редкие поклевки, были сходы, были такие прям... Видно, что подлещик был. А потом как подкормил что-то так плотно, и все. Мелочи очень много стало. Неинтересно. Ну, кайфанул, ребят, в палатке вообще четко. Красота. Ну, блин, что такое, ребят, конец сентября для севера? В одной тонкой флеске, термобелюхе, я имею в виду, в кепке,
Вода реально теплая. Можно вот рыбачить на фидер, но желания нет никакого. Короче, ждем заморозков, ребята, не знаю. По рогатулькам посмотрел, вода как будто немножко поднялась, немножко, это хорошо. Сегодня обещают дождь, с обеда до самой ночи, короче. Ну, возможно, ребята, даже будет на пользу. Водичка, чтобы немножко поднялась, и мы хоть куда-то смогли проехать. Ладно, спасибо местечку. Ну, поедем до дому. Помою лодку, немножко приберусь. Как-то так, братцы, давайте увидимся. Всех обнял, приподнял. Полетели.